И первым в октагон приглашается боец из Кыргызстана Марсель. Любое время. Нурланбек. Кадам таштап ок сыяктуу сызылат. Ринг ичинде душмандардын деми кысылат. Кыргыздын каны манастын урпагы бул жерде. Басып келет жеңиш үчүн жаралган пенде. Марсел, атандашка жок кечип. Марсел, бул сенин акыркы кечиң. Кыргыздын желеги желбирейт бийик асманда. Жеңилбес бадыр арстандай сүрү ташканда. Марсел, жеңиштин гана символу. Марсел, бул кыргыздын даң жолу. Марсел, жеңиштин гана символу. Марсел, бул кыргыздын даң жолу. Көздөрүндө от күйөт, коркууну ал билбеген. Бийликтери темирден, эч кимге баш ийбеген. Октой учкан соккусу, буттагатта кийет. Атандашы кулап, жердин чаңын ийет. 8 бурчтук ичинде ал өзүнүн падышасы. Кыргыз үчүн салгылашат буланын анты убадасы. Бишкек нарын ош талас бары сени колдойт. Марсел чыккан жерде жеңилүү такыр болбойт. Билегинде күч бар, жүрөгүндө сез бар. Марсел келди эми барың артка кач. Марсел, атандашка жок кечип. Марсел, бул сенин акыркы кечиң. Кыргыздын желеги желбирейт бийик асманда. Жеңилбес бадыр астандай сүрү ташканда. Марсел, жеңиштин гана символу. Марсел, бул кыргыздын даң жолу. Марсел, жеңиштин гана символу. Марсел, бул кыргыздын даң жолу. Марсел, атандашка жок кечип. Марсел, бул сенин акыркы кечиң. Кыргыздын желеги желбирейт бийик асманда. Жеңилбес бадыр астандай сүрү ташканда. Марсел. В красный угол клетки приглашается его соперник из Казахстана по прозвищу актер Эркебулан Токтар.
Представляю вам участников главного события вечера. Под синим углу клетки, представляющий Манас, Кыргызстан, ему 28 лет, рост 1 метр 75 сантиметров, мастер спорта по боевому самбо, грэпплингу и ММА. Его профессиональный рекорд безупречен. 14 побед, включая 13 побед досрочные и одного поражения. Готовый драться с каждым в любое время. Приветствуйте, Марсель, любое время, Нурланбек! Его соперник в красном углу, представляющий Алматы, Казахстан, ему 30 лет, рост 1 метр 80 сантиметров. Он популярный актер, успешно совмещающий карьеру в спорте и творчестве, обладатель пояса BMF Octagon League с профессиональным рекордом 3 боя, 2 победы, ярчайшая звезда казахстанского бойцовского спорта по прозвищу актер Еркебулан Рефери в октагоне Дмитрий Владимирович. Парни, правила знаете, внимательно слушаю мою команду. У вас 3 раунда по 2 минуты. Мне нужен красивый. А главное, честный бой. Руки пожали по углам. Мейн-эвент Хайп-файтинг Азия. Максимально заряжены все. Ну и, конечно, отдельно хочется, наверное, поговорить про эпичный выход. Несмотря на то, что Марсель явный андердог, я считаю, что у него есть большие шансы победить. Он прошел хороший лагерь в Таиланде именно по боксу. Готовился 3 месяца. Сразу пошел вперед. Еркебулан говорил, что в ближайшие 21 и 20 секунд нокаутирует. Посмотрим, насколько это будет правда. Попадает слева. Ну и хорошо отвечает Марсель, да. Марсель попадает, идет вперед. 20 секунд уже вроде позади. Вот опять же, как базовому борцу Марселю нужно 20 попробовать, секунд позади, но нокаута все еще не было. Клинч навязать. Идет вперед. Получает джеб. По корпусу хорошо от Марселя. Раскачивает Еркебулан. Начало очень насыщенное, агрессивное. Марсель идет вперед, но Еркебулан встречает его. В стиле Дастина Порье поправляет шорты Марсель. Порье это всегда было предвестником чего-то жесткого. Смотрим, как будет сейчас. Но Марселю нужно сближать дистанцию, учитывая тот факт, что у Еркебулана антропометрические данные намного. Руки длиннее, стойка шире. Нужно сближаться Марселю в любом случае. Ну и стараться обрабатывать также корпус. Понятно, что пытаться просадить. Попал, да, вроде попал. Очень хорошо. Марсель еще раз. Еще раз попал. Показывает Еркебулан, что его ничто не шатнуло. Ой, еще раз попал. Марсель. И еще разок очень хорошо. И вмешивается Дмитрий Владимирович. Там, по-моему, ловит кураж потихоньку Марсель. Пока Еркебулан выглядит немножечко растерянным. слушай, команда Ну и Владимирович призывает Марселя все-таки слушать команды рефери. В частности, остановку боя. Пальцы в кулак. Так, небольшое затишье справа 10 секунд. по воздуху от Марселя. Идет вперед Марсель. Я так понял, что Еркебулан будет встречать его на отходе и работать вторым номером. Но первый раунд уже позади. Стоим, ребята, Что-то еще говорит раз. ему Марсель. Я тебя сниму Я думаю, сейчас. хочет извиниться, но он его Скажите, пускай... оттолкнул от себя. Ну, первый раунд, я считаю, за Марселем. Когда вспоминаешь... Еркебулан говорил, что первые 20 секунд нокаутирует этого парня. Ну, как минимум этого не получилось. И вопрос, получилось ли хотя бы первый раунд забрать. Вопрос в том, ли получится одержать вообще победу, потому что Марсель настроен достаточно серьезно, учитывая то, как он провел первый раунд. Да, и дальше он просто только кураж может ловить. Просто вот к выглядит, концу... на мой взгляд, немножко Растерянным. К концу раунда у него уже взгляд не как бы ожидал был он не этого такой. от Марселя. Не ожидал он то, что Марсель даст настолько сильную оппозицию ему. Марселю не терпится уже пойти вперед, пока начнется бой.
Видно, что поймал он своего рода кураж. Слушай. Токтар уже во всей готовности. Да-да-да. Руки подняты. Марсель идет вперед, занимает на центр старте. ринга. Вроде попадает слева, попадание Опять слева. было, да. Я думал, что на старте раунда Еркебулан все-таки попробует опять пойти вперед, как это было в первом отрезке, но Марсель... Идет вперед, еще попадание, еще Здесь, конечно, попадание. Марселю не заиграться бы еще тоже. Стоп. Хватит ли у этого парня бензина на всю дистанцию? Вот, кстати, в функционале у них я вообще не сомневаюсь. Как будто бы участники главного боя подошли максимально ответственно к своему статусу. Токтар работает все вторым номером, выжидает своего соперника. Марсель дергает, выжидает. Также не идет он уже вперед. Сейчас Активно. будет взрывная атака от Марселя, скорее всего. Ой, да. еще попадание от Марселя. Но я думаю, Марсель уже понимает, что он ведет этот бой, насколько мне кажется. Да, главное не сбавлять ему оборотов, потому что Еркебулан тоже может почувствовать Выжидает. и переломить ход боя. Минута осталась второго раунда. Не знаю, что ждет Токтар, но Марсель явно уже ждет, пока раунд закончится. Слишком резво начал, но сейчас уже либо ждет, Сейчас чтобы слева раунд будет закончился, атака, либо... да, собственно, так и происходит. Я думаю, если Токтар ничего не изменит в этом бою, то тяжело будет ему добыть победу. Работаем. Призывает Дмитрий Валерьевич к активности. Ой, Слева какое жестко. попадание попал. Ну, может показывать, что ничего не было Но мы- Еркебулан, но акцентированный панч был очень точный и увесистый. Да, не поплыл, это круто. Еще попадание. Вот сейчас уже чуть-чуть двойка, поплыл. да. Вот эта двойка чуть шатнула. Очень ярко проявляет себя Марсель. Хочется... Ой-ой-ой. Жестко. Ой, играет тоже на публику, играет. Хочется отметить тот факт, что Марсель перешел вообще в бокс из мира дзюдо, самбо и вольной борьбы. Пришел и дерется по правилам бокса. Но такие Можно сказать, Mind Games стихи. еще показывает на центр клетки. Он идет к своему оппоненту. Как я и говорил, он поймал кураж. И это видно. 2-0 выигрывает. Марсель очень себя хорошо показывает. Ну и прекрасное настроение в углу, естественно. Ну, главное, наверное, сейчас опасность для Марселя и тех, кто за него болеет, если он заиграется. Пока ребята отдыхают, хочется передать огромный привет своему городу Кисловодску. Всем моим родным и близким, кто смотрит, наблюдает прямой эфир. Кислый великий. Кисловодск. Кислый великий. Две минуты осталось в этом поединке, и узнаем мы официально, Шаг кто же назад. сильнее Стоим. в противостоянии. Шаг назад. Стоим. Я думаю, если Стоим, Токтар не ждем, завершит стоим. этот раунд досрочно, не удосрочит своего соперника, то победа за Марселем. Пошел вперед Токтар. Пошел вперед. Понимает, что нечего терять, нужно рисковать. Да, ну сейчас может Но еще и насколько Марсель будет этот подловить риск тоже. оправдан? Насколько риск будет оправдан? А терять Ведь абсолютно Марселю- нечего. Нужно идти вперед, нужно рисковать. Без этого точно уже никак не выиграешь. Опять же, если судьи считают бой точно так же, как и мы, и увидели 2-0 Но опять против же идти, Марселя. сломя голову вперед, Ну, и с а что холодной остается? головой. Все понимает прекрасно Токтар. Понимает, что проигрывает 2 раунда. Прижимает... О, еще попадание от Марселя. Прижимает к клинч. сетке. Очень вовремя. Остается команды. 1,5 минуты. Сможет ли за минуту 20 отправить в нокаут Токтара? Ну или хотя бы Или- нокдаун, чтобы сравнять счет чисто на судейских записках и сделать 10-8 в третьем раунде. Задача очень сложная предстоит в данный момент Токтару. За минуту отправить в нокаут будет крайне непросто. Опять же, нельзя исключать потенциальные варианты с ничьей. Если будет оформлен нокдаун, то 10-8 в третьем раунде. Таким образом, я на судейских думаю- записках будет ничья. Я думаю, Меньше что минуты, этот Марсель бой- все видит. что этот бой И хорошо пока попадает 3-0. сам. пока 3-0 забирает Марсель.
Да, Еркебулан так и не смог найти ключики пока что в защите Марселя. Но Остается 25 секунд на табло. Нурланбек просто по ходу поединка только набирал и набирал. Апофеоза это, конечно, достигло во втором раунде, ближе к середине поединка. Ну и сейчас спокойненько ведет дело к победе Марсель. Остается 10 секунд до конца этого боя. Ну, я думаю, можно Посмотрим, говорить, что что еще раз подшатнул. Марсель увеличивает свой превосходный рекорд. Я думаю, это уже можно констатировать. Но помимо того, что ярко проявляет себя Марсель, так еще и успевает поднасмехаться, что ли, над Тактаром между раундами. Ну, работает с аудиторией, работает над медиа. Во время поединка всячески показывает и подначивает оппонента. И это тоже дорогого стоит. Тактар поднимает руки, не падая духом. Посмотрим. Решение, тем не менее, за судьями. Да, но мы увидели победу Марселя. Да, мы увидели победу Марселя. Хотя фаворитом считался Тактар. Потом общаетесь, говорите, что хотите. Потерпите. Ждем судейский Еще раз. вердикт. Была Сейчас небольшая руку вражда поднимем, между потом этими говорите, ребятами. сколько Ну, хотите. надеюсь, сейчас По руки чуть-чуть пожмут. Уважение После друг боя. друга и Как-никак ко всем, это кто спорт. вас смотрит. Ну что, друзья, мы пока, наверное, потихоньку будем прощаться. Это был прекраснейший турнир High Fighting Asia в Ереване, Армения. Спасибо огромное, что следили за трансляцией вместе с нами, поддерживали спортсменов, ну и в целом были сопричастны к этому празднику единоборств. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Спасибо всем тем, кто смотрел, болел и переживал. Надеюсь, вы получили незабываемые эмоции. И обязательно слушайте Этот интервью после боя поединок прямо сейчас. продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец синего угла Марсель. Новое время Нурланбек. Марсель, ты только что шокировал весь мир, все страны СНГ, можно сказать. Никто в тебя не верил. Ты доказал, что тяжелым трудом можно одержать победу. Кыргыз, казах, бір туғаннан кейін мы всегда радуемся твоей победе. Слово тебе. Всем ассаламу алейкум. Армения, спасибо вам. Ну, первый, хочу сказать Аллах. Я ночь спал и плакал. Аллах, дай мне эту победу. Я режу 2 коня и раздаем люди. Ну, я хочу первый сказать Еркебулану благодарю. Еркебулан, брат, если он не было, я не хайповал. Тебе большое спасибо, брат. За этот бой, перед боем мы чисто раскручивали. И извинения, Алишер, брат, ты самый лучший тренер. Я хотел с тобой тренироваться. Ну, там же Еркебулан есть. Ну, и, брат, нормально, брат. Вчера друг друга не понял. Там этот момент надо газовать. Это от души. И birinci очередьтен Кыргыз элим бардыңарга чоң рахмат көрүп аткандар. Мен азыркы учурда менде мотивация бар. Үйүм снос болуп, башынан үй салышым керек. Ошого менин мотивация бар мындай. И менин ата-энем коркуп көрүп туруп эле бойдуч. Марсель чыкпа кулачка деп. И мен чыктым. Ата, апа, коркпогула. Твой сын не слабый. Мы рождался воин. Кыргыз элим. Мен кыргыз эл үчүн өлүп калышка даяр элем. Мен бойдон алдын айттым. Өлсөм өлүп калам, дагас урушам депчи. Ошого биринчи очередте Аллахка шүгүр. И ошондой эле мен сборго кетип атканда менде финансовый кичине кыйыныраак болду эле. Ошол маалда Манас ака, Жакшылык ака, Нурбек ака чоң жардам берди. Таиландда Алексей, знаешь, как поставил Алексей? У меня тренер, мой тренер, чисто греблер. Ну, я специально улетел, Таиландия готовился. И у нас есть вот такие крымский воин. Все сказал, Марсель вольник. Марсель не умеет драться кулачка. Я хотел 5 раундов. И Лига я предлагал 5 раундов бой. Лига отказался. Теперь
Я номер один краш СНГ. Раньше Эркеблан был, я теперь я. И Куат, тебе тоже спасибо. Я когда спорт начал, я твой бой смотрю. Ты этот момент жестко хайповал. Конор и тебе смотрю. Нурадин аға, все четко. Октагонда бермесеңіз, башқа жақта бой берішті. И поезға қашан ұштырасыз менмен. Думаевті бошатыш керек, бізге даған шанс бергілі. Қазақ, қырғыз, бір туған. Кече қазақтар өте көп жазды, Марсель. Қазақмен излашқанда сен бірінші тұрдың. Тренер, что там, как показывал? Я же говорил, да, вам? Я умираю, либо собираю. Сегодня, либо никогда, так сказать. Я тренер Марселя. Хочу сказать, все думали, он только умеет болевые на ногу сделать, но у него есть дух, который ни у кого нету. У него настрой есть, который ни у кого нету. Я Марсель, его знаю как лучшего Марсель, бойца. Ты сегодня всем доказал, всем показал. Ты сказал, Весь первый раунд кыргызский пойдет. народ, весь СНГ сегодня радуется, все киргизы наши братья, они нам близкие. Ты, что дальше для тебя? Что дальше? не Кто знаю. следующий соперник? Кто Что ты след- хочешь? Кто следующий? Сайт, мой менеджер, сказал Тони Фергюсон. Значит, Тони Фергюсон. Интересно. И мой спонсор Баймир. Квартираны даярдап қойма, жалғауат қорғанды алып кетем квартира. Документтер. Нұрбек дағын сборға кетіп қанда, пайдаш көрділе, бабаш ака. Чоң рахмат, и жақшылық ака. Маған машина подарка қылған, и жардам берген. Саид ака. Саид, братан, самый лучший менеджер СНГ. Ты заслужил, брат. Деньги забрал, да, главное? Да. Все, сам. Нормально, ты можешь за это не переживать. Есть послание будущее, которое я записывал сегодня утром у тебя в отеле. Помнишь, что я говорил? Да, я же сказал, сегодня либо никогда. Қазақ, қырғыз, бір туған, мен қазақ елі көп қолдайды. И Арменияға чоң рахмат, и лига хайп қаям. Чоң рахмат, қана хайп президенттер. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Ну, чоң рахмат. Еркебұланды мен уважать етем, реально. Еркебұландың жаңағындай видеоларын көріп, реально эмоция, это, мотивация аламын. Еркебұлан үшін мен стойка қойып алдым, брат. Реально, у меня стойка вообще не было. Спасибо всем. Қырғызстан алға, қазақ, қырғыз, бір туған! Марсель, леди и джентльмены, давайте похлопаем. Еркебулан, ты настоящий воин, настоящий мужчина. Ты оставил всего себя. В таких боях проигравших не бывает. Тот, кто не падает, ты уже проигрывал, возвращался еще сильнее. Я вижу, что ты расстроен. Тебе не нужно расстраиваться. Ты еще молод, тебе есть еще доказать. Я думаю, что ты вернешься и покажешь еще многое. Слово тебе. Парни, ассаламу алейкум. Мен ұтсам да қуана береді ғой мен адамдарым. Рахмет. Я не считаю, что я проиграл. Я не считаю, что я выиграл. То есть я первый, третий. Я думал, я первый забрал. Второй отдал, третий забрал. Ну ладно. Здесь есть люди, которые оценивают все. Я думаю, я когда раньше закатывал бои, я был голодный. А я сейчас сытый. Сытым драться очень сложно. Я думаю, мне нужно создавать семью. Үйленетін уақыт келді. Осы жекпе-жектен кейін енді мотивация қайтадан келген шығар. Білмеймін. Қазір отбасымен айналысқым келеді. Соңғы 2 ай мына бойға дайындалым деп. Мына процесс вообще ұнамай тұр. Демалу керек кішкене маған. Әрине, енді қазақ елі сені жақсы көреді. Сен енді Қазақстанда жарық жұлдыздардың бірісің. Бәрі алда деп ойлаймын мен өзім. Сенің әлі де үлкен жеңістеріңді күтеміз. Сен жанкүйеріңміз, сондықтан еңсеңді түсірме. Бәрі орнына келеді. Бәріне рахмет. О, шашу. Шашу отыр қазақ елі. Вот басқа айтатын сөзім жоқ. Өміріңе
үйленіп өзім отбасыма кішкене көңіл бөлгім келіп жүр соңғы кездері. Енді Еркебұлан қандай шешім қабылдасаң да, қазір сен эмоцияда тұрсың, бүткіл жассың әлі, сен осыдан 5 жыл бұрын ұтылдың да, бұдан да мықты болып оралдың, сондықтан қазір ауыр сөз сенен күтпейміз, сенен де әлі жарқын жеңістер күтеміз, болашағың әлі алда. Сен қандай шешім қабылдасаң да, қазақ елі сені қолдайды және қазақ елі сені жақсы көреді. Соны ұмытпа. Мен ұтылсам, бой, шашумен өтеді. Ұтсам не болады деді деймін, давайте, жиги, жігіттер, қыздар, еңсе түсірмейсіздер. Ұтылған мен емес, қазақ. Мен қазақ емес, мен ұтылдым. Бүгін ұтса, қырғыз емес, Марсель ұтты. Так что, көңіл күй түсірмейсіздер. Мен жеңілсім. Кеш. Sen төбелесіңе шықтың ба? Yaxshi urishdingsan, yaxshi urishding. Sen yaxshi urishding. Yo, sanam yaxshi urishding. Sen ko'p vis taylading, vis tashlading. Осылай дәулермен төбелесу керек бір адамға. Кішкентайлармен емес. Здесь с нами на арене Аби. Есть что сказать? Erkebұлан yaxshi urishdi, достойный боец. Он достойный kulachga ham urishadi, normal boец. U vis tayladi. Men o'yladim, ochkolarimiz teng bo'ldi deb o'yladim. Shu boyga men tayyorman Erkebұлан bilan. Енді Еркебұлан жаңа естідің ғой, демалғысы келіп жатыр, шаршатын жеп жатыр. Енді болашақта Еркебұлан бауырымыз қайтып оралатын болса, көзінде оты қайтадан жанатын болса, міндетті түрде мен ойымша Еркебұлан жекпе-жектен қашатын жігіт емес, уақыт көрсетеді бәрін. Время покажет, орысша айтқан кезде. Men tayyorman Erkebұлан. Когда boy vis tashamaymiz, xohlagan visga urishaman. 80-90 kiloya, 100 kiloya. Бауырым, шынын айтсам, өзбектермен ерексеп шаршап кеттім, дос болайықшы. Yo, do'stmiz. Javob yo'q. Yo, lekin ikkovimiz o'rtamizga hisob-kitob qolib ketgan. U menga meni bratishgan bor edi, sen bilan urush kerak edi. Hozir u uchun men o'zim urushaman sen bilan. Vis tutib turibdi hamma. Sen tayyormisan? Boydan oldin aytding-ki, urushaman deb. Urushaman. Давай, face-to-face надо. Face-to-face. Давай. Arman, brat. Organizatsiya qilib berasiz, tayyormiz inshaalloh. Брат, я не понимаю. Теперь понимаю. Erkebұлан qachon tayyor bo'ladi, men tayyorman. Да. Мы бы хотели организовать этот бой. Если вы оба заинтересованы, то давайте сделаем это. Давайте дадим Еркебұлану время. Я уверен, что он вернется. Если он вернется, поверьте мне, он вернется очень громко и покажет, что сегодня он точно не проиграл. Давайте подождем. Хурмет жанкүйлер, дорогие зрители, давайте похлопаем. Еркебұлан Тоқтар.